Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. Я Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня вы сможете увидеть самые яркие моменты с концерта певца якутского Эркена, а также мы поговорим о интересном и полезном проекте «Саха-Мир», а также о дополнительных стипендиях представителям коренных малочисленных народов России и еще о многом-многом другом. Ну что ж, приступим. Якутский певец Алексей Егоров Эркен собрал полный зал в Москве. Концерт прошел с оглушительным успехом. Он выступил на сцене Москонцерт-холла с абсолютно новой программой «Концерт для своих». Давайте посмотрим самые яркие моменты. И неподражаемый голос, тонкое и чувственное исполнение. Так может петь только Алексей Егоров Эркен. Новый репертуар артиста, как взрывной коктейль музыки. Для многих слушателей зажигательная смесь R&B, соула, поп-рока и джаза в исполнении якутского певца стала открытием. Хочется шагать вперед, хочется экспериментировать, хочется что-то создавать новое. Вот, и поэтому вот проект, который мы сделали, материал, который мы там подготовили, это совершенно новая страница тоже в нашей деятельности. И в эту новую страницу он вступил вместе с элитой российской музыки. За клавишами Кирилл Кузнецов, за ударными Станислав Проценко, за бас-гитарой Александр Князев. За плечами каждого выступление с ведущими, топовыми музыкантами страны. Теперь в первых строчках и Алексей Егоров. Ну и, пожалуй, главная уникальность вечера не только в том, что Эркен выступает в окружении звездной команды, но и в том, что концерт проходит без фонограмм и без фальши. Все исполняется вживую. Вся гамма эмоций за один вечер. От ударных танцев до слез радости. Для якутян, проживающих в Москве, этот концерт стал большим подарком, связующей нитью с малой родиной. Концерт просто потрясающий. Я не думала, что столько энергетики такой будет джазовой. Выше моих ожиданий. Все понравилось. И лирический, и вот рок-н-ролл, и каверы. Эркен выступал очень хорошо. Вот рок-н-ролл ему очень, оказывается, идет. Очень приятно. Я вообще в восторге. Эркен планирует и дальше радовать своих слушателей. Впереди очередной проект и новые выступления. Мы будем делать еще новую программу, да. Как она будет называться? Рабочий вариант будет такой, Эркен Акустик. Мы хотим сделать такую программу акустическую. Вот, чтобы она не была шумной, она была такой релаксовой музыкой. Айзена Барнашова, Виктор Олесов, Москва. В прошлом году в Верхневилюйском районе был неурожайный год на картофель. Ну, как и все мы помним, прошлый год по всей Якутии был очень засушливый. Поэтому закупка и раздача семенной картошки в Верхневилюйском районе стала настоящим событием. Картофель сорта «Гала» привезли из Новосибирска. По всем наслегам района раздали 21 тонну картофеля. Урожайность по улусу в среднем составляет 1 к 5. Следовательно, осенью должны получить урожай в 105 тонн картофеля. Где-то мы планировали 420 семей. В зимнее время у нас должна быть продукция. И как раз вот 110 тонн товарной картошки у нас будет. Кто не выращивает картошку, вот учителям, да, у кого нету на выращивание картошки, мы им будем полностью продавать. Из-за этого мы полностью в зимнее время обеспечены по товарной картошке. Управление сельского хозяйства на основании договора выдает в ЛПХ картофель 2-3 репродукции сорта «Гала» в фасовке весом 30 килограмм. В Далырском наследии подали 22 заявки. Николай Ларионов, специалист управления сельского хозяйства, приехал забрать 35 мешков картошки. Некоторые семьи по одному, некоторые по две основном. И одно хозяйство 4 мешка заказало. А так мешки по 32 килограммов картошки. В Далыре с охватом населения там 70% сажают картошку.
Условием договора является возврат картофеля в соотношении 1 к 1 осенью после уборки. Эти 700 мешков семенной картошки должны обеспечить жителей Улуса на всю следующую зиму. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхневилюйск. Индюк Степаша, желтый, зеленый и кролики Геннадий, Аркадий и Анна. Так ласково называют своих питомцев в семье Харовых. В их числе 15 перепелок, 28 куриц и 6 индюков. Для создания и развития небольшого хозяйства Харовы заключили соцконтракт, получили 100 тысяч рублей, денежными средствами приобрели инкубатор, заказали яйца перепелок и вывели цыплят. По словам многодетной матери, в день собирают в порядке 10 яиц перепелок, также закупают птиц и кроликов. Между тем, дети активно помогают родителям, 3 раза в день кормят своих питомцев специальным кормом. В будущем Харовы мечтают о собственном бесконтактном зоопарке. Требует много ухода, много времени, много забот. Ну, как дети, как маленькие дети тоже. В первые 3 недели мы встаем каждые 1,5-2 часа, чтобы их кормить, чтобы их поить. Сейчас мясо очень подорожало, цена мяса, да, и вообще продукты очень стали дорогие. Многим они недоступны. И у нас зато есть свежее яйцо каждое утро на завтрак, свежее мясо круглый год. В дальнейшем мы хотим разводить чистопородных, чистокровных птиц. 10 ежегодных именных стипендий по 10 тысяч рублей для студентов, которые относятся к коренным малочисленным народам Сибири, Севера и Дальнего Востока в России. Выплаты будут назначены победившим в конкурсе студентам 2-го и последующих курсов, осваивающим профессию по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета. Чтобы получить стипендию, нужно добиться успехов и достижений в изучении языков и культур малочисленных народов, а также научно-исследовательской деятельности, которая направлена на сохранение самобытных традиций и обычаев. Нерюнгринская общественная организация «Саха Аймах» представила передвижной проект «Мир Саха». Благодаря этому проекту о мире, быте и традициях народа Саха можно рассказать и показать буквально везде. Проект стал победителем фонда президентских грантов, и теперь предстоит его реализация. Давайте узнаем о мире Саха подробнее. Мы очень много говорим и гордимся тем, что наш район, он многонациональный. В нем проживают представители более 101 национальности, и все они сохраняют свою самобытность. В этом направлении очень хорошо работает общественная организация «Саха Аймах», которая, собственно, для того, чтобы рассказать всем остальным представителям других национальностей о своем народе, о культуре, о традициях своего народа, и подала заявку на президентский грант. Сумма гранта президента Российской Федерации составила 500 тысяч рублей. На эти средства закуплена палатка, которая представляет собой балаган с традиционным якутским убранством, предметами быта, атрибутами. Она и почему и называется передвижная? Потому что мы можем в любом месте выехать со своим балаганом и в любом месте выставиться и показать, вот именно и рассказать о быте, о культуре нашего народа Саха. В рамках реализации проекта на различных площадках, включая открытые пространства, будут проводиться образовательные мастер-классы по изучению разговорного якутского языка и обучению игре на хамусе, ритуальные обряды алгыс и кумысопития, участие в календарных национальных праздниках. Ну вот, например, обряд кумысопития. Я первый раз его увидела так вблизи и даже поучаствовала и попробовала кумыс, замечательный напиток. И очень много узнала о обычаях и нашей республики, народа Саха, населяющего нашу республику. И я давно живу в Якутии, восхищаюсь этой культурой. К празднованию столетия республики нерюнгринцам впервые были представлены экспонаты передвижного павильона. Здесь же была организована выставка мастеров и проведены мастер-классы по изучению традиционного фольклора Саха, исполнения хороводного танца осохой, игры на национальных инструментах, настольным играм, исполнения национальных песен и танцев.
В дальнейшем проект планируется развивать путем расширения экспозиций и географии выездов за пределы района. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну что ж, на такой колоритной ноте я с вами на сегодня прощаюсь. Встретимся завтра в это же время в эфире телеканала «Якутия-24».